Елена Римовская работает для вас в студии радио Крым Реалии. Я напомню, что мы работаем, как всегда, в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале Крым Реалии. Вы можете там нас не только слушать, но и смотреть, и оставлять свои вопросы и комментарии. Небольшой экскурс в историю. Мы на этой неделе обратили внимание на то, что как раз 17 марта, 10 лет назад, в 2010 году, Владимир Константинов был избран председателем Верховной Рады Автономной Республики Крым. На тот момент он являлся лидером Крымской организации партии регионов, главой фракции за Януковича в парламенте автономии. И тогда, после голосования, Владимир Константинов заявил, что его избрание – это, цитирую, «большой аванс доверия не только ему лично, но и представителям партии регионов и тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу». Эту цитату мы приводим из новости на сайте «Украинской правды». А в тот же день, к слову, Константинов предложил на должность главы Совета министров Автономной Республики Крым Василия Джарты. И вот спустя 10 лет Константинов все еще во главе крымского парламента, но только уже подконтрольного России. Весной 2014 года Владимир Константинов поддержал аннексию полуострова России. 6 марта 2014 года Верховная Рада Крыма под руководством Константинова приняла решение о проведении, цитирую, общекрымского референдума. После голосования Константинов отправился в Москву на встречу с руководством России. Вот что он там сказал. Вот это решение, я считаю, историческое вчера. Мы его приняли позавчера ночью. Вот мы все приняли, никого больше здесь не было. Мы поняли, что вот если мы это не сделаем именно завтра, то послезавтра может не получиться вообще. Нас арестуют. Вышло постановление о задержании. И все. И потом уже будет очень сложно, и мы проиграем, и люди нас обвинят в том, что мы, так сказать, не использовали этот шанс. 14 марта, в преддверии уже так называемого референдума в Крыму, Владимир Константинов обратился к крымчанам. И вот давайте послушаем фрагмент этого видеообращения. 16 марта для Крыма исторический день. День, когда решается наша судьба. В то время, когда хаос и анархия захлестывают соседние регионы, мы с вами сохраняем стабильность и управляемость в нашем общем доме. Хочу призвать вас, дорогие крымчане, прийти на референдум и выразить свое отношение к поставленным на нем вопросам. Второго такого шанса у нас с вами не будет. И выбор, сделанный нами 16 марта, должен обеспечить мир и стабильность для всех последующих поколений крымчан. 16 марта состоялся в Крыму так называемый референдум, а 18 марта, 6 лет назад, Владимир Константинов, Сергей Аксенов, Алексей Чалый отправились в Москву на подписание с руководством Кремля так называемого договора о принятии в состав Российской Федерации Крыма и Севастополя. Я напомню, что ни Украина, ни мировое сообщество в своем большинстве эти договоренности не признает. В сентябре 2014 года Владимир Константинов возглавил уже так называемый Государственный совет Республики Крым первого созыва. 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма. В этой программе у вас есть возможность к нам в эфир позвонить и сказать, что вы думаете о фигуре Владимира Константинова. А к нам по телефону присоединяется Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, бывший депутат, в частности, Верховного Совета Автономной Республики Крым. Рифат ага, здравствуйте. Добрый день. Вот если вспоминать именно события 2014 года, сейчас в марте как раз годовщина этих событий, какова была роль Владимира Константинова в тех событиях? Я с Константиновым последний раз встречался 11 марта 2014 года, в тот день, когда была сессия Верховной Рады Крыма, под, разумеется, уже полным и абсолютным контролем российских спецслужб. Крым уже практически был оккупирован, и до так называемого референдума оставались буквально считанные дни, 5 дней. И после этого я с ним не имел никакого общения, но мои вот все эти предыдущие взаимодействия в течение, в общем-то, многих лет, я был депутатом Верховной Рады Крыма, позволяют мне сказать о том, что именно такой человек, как Константинов, и нужен был российским спецслужбам как в первые дни, собственно, самой оккупации Крыма, начала оккупации, и последующие годы также, поскольку
Константинов абсолютно беспринципный человек. Я сейчас пытаюсь быть максимально объективным. Действительно, я приведу несколько примеров, для которого всегда собственный бизнес и личные интересы своего окружения, своих родных и близких, они всегда были выше интересов Крыма, интересов государства, которому он должен был бы служить. И он всегда делал тот выбор, который с его точки зрения должен был позволить ему сохраниться, несмотря на будь какие изменения вокруг него. Вот я обещал вам привести примеры, чтобы подтвердить вот эти слова. Если сейчас кто-то из ваших слушателей вспомнит оранжевую революцию 2004, начало 2005 года, конец 2004 года, Константинов и тогда был сторонником партии регионов, он открыто служил Януковичу, но он был одним из тех, которые параллельно пытался финансировать людей, которые были участниками Майдана и выступали против Януковича. То есть он всегда старался раскладывать в таких вот внутриукраинских сложных процессах, раскладывать яйца сразу как минимум две корзины. Когда уже случилась оккупация, хотя эти действия он начал немного раньше, вы знаете, я, по крайней мере, сообщаю, он вырос в Крыму в таком очень изумительном и мало сохранившемся от прогресса месте, как поселок Научный в Бахчисарайском районе. И на территории этого поселка он и называется научным потому, что там есть одна из всемирно известных обсерваторий. Это горы, это изумительный край Крыма, но особенностью таких мест, где расположены обсерватории, является то, что они находятся вдалеке от человеческой цивилизации, для того, чтобы была научная чистота той деятельности, которой занимаются обсерватории. Несмотря на то, что он вырос в этих краях, и как любой человек, он должен был бы каким-то образом сохранять в себе определенные чувства к такой малой своей родине, если это можно применить по отношению к Константинову. Он один из тех, которые осуществил рейдерский захват земель для того, чтобы застроить поселок Научный многоэтажным жильем, и чтобы заработать на этом, поселив туда людей, которые хотели бы, может быть, жить среди более первозданной природы. Вот в этом есть весь Константинов. Я тут напомню нашим слушателям, что не так давно мы рассказывали о ситуации с обсерваторией. В Научном очень много там разных позиций приведено. Вот обращаюсь к нашим слушателям. Если вам интересно, вы можете этот эфир найти или на сайте Крымреалии, или зайти на YouTube-канал Крымреалии. Там очень подробно эта история описана. Рифат ага, я хотела у вас уточнить вот еще какой момент. Вы сказали о том, что, очень важен для Владимира Константинова был и остается, я так могу предположить, его бизнес. Но отличался ли до 2014 года Владимир Константинов какой-то такой активной антиукраинской позиции, которая бы позволила, например, вам предположить, что вот в случае развития событий в том виде, в котором они развивались в 2014 году, он мог занять именно такую позицию? Нет, в том-то и дело, что он, как человек, который все время, в общем-то, опекал свой бизнес, он никогда не проявлял, по крайней мере, системно, открыто какие-то свои политические чувства, настроения, ожидания, поскольку они для него самостоятельно, политика для него не существовала в отрыве от возможностей его бизнеса, и он всегда принимал сторону сильного, и поэтому для него не было необходимости каким-то образом, диссидентствовать, что ли, он всегда вписывался в существующую власть. И для него это было очень важно. И любой ценой, в том числе, и мы это знаем, большими вливаниями в ту власть, в которую он хотел бы вписаться. И, собственно, когда
стала угроза его бизнесу вследствие того, что в Украине кардинально поменялась власть в результате победы революции достоинства, то здесь уже Константиновым двигал только страх. Страх потерять бизнес, страх быть наказанным за абсолютно антигосударственную деятельность, но в виде поддержки режима Януковича. И это толкнуло его в сторону России, когда он осмотрелся, как он может с его точки зрения спасти свой бизнес и избежать справедливого наказания за финансирование антимайдана, за направление людей на антимайдан здесь в Киеве, за те преступления, которые он совершал в Киеве, то он вычислил о том, что этой стороной, куда теперь он может перейти, является Москва. И Москва это очень тонко заметила. И она приняла его такое поведение, и Москва поставила на него, потому что он был абсолютно идеальным проводником всех планов Москвы, как в период собственной оккупации, так и период потом укрепления этой состоявшейся оккупации. Рифат Ага, но спустя 6 лет после того, как Москва поставила на Константинова, выражаясь вашими словами, 6 лет он уже во главе подконтрольного России парламента Крыма. Как вы считаете, насколько непоколебимы позиции Константинова сейчас? Как так получилось, что за эти 6 лет, история Сергея Аксенова, возможно, это другая история, но Владимир Константинов как был, так и остается во главе крымского парламента? Я думаю, что Москва еще решила, что не настало время для того, чтобы, поставить и здесь варягов, как она сделала практически во всех сферах управления, во всех сферах жизнедеятельности крымского общества. И остались несколько позиций, где для Москвы, по ее соображениям, важно сохранение формально крымских людей. Хотя и Константинов, и Аксенов такие же крымские, как и любой из присланных Москвой оккупантов с какой бы то ни было территории России. Мне представляется, это, возможно, одна из причин, почему он так долго держится. И потом известно качество Константинова. Это было и во время украинского контроля, и до оккупации Крыма. Константинов всегда умеет заносить в нужные кабинеты нужным людям. Спасибо вам за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, бывший депутат, в частности, Верховного Совета Автономной Республики Крым. Мы сегодня в эфире радио Крым Реалии говорим об истории Владимира Константинова в большой крымской политике, потому что как раз 10 лет уже с того момента, как он был назначен на должность председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым. Я тут отмечу, что у Владимира Константинова остается возможность, если он захочет, как-то отреагировать на все то, что сказано, как и у любых других персон, которых упоминают в нашем эфире. Если у нас нет где-то какого-то баланса к этим людям, то мы всегда готовы дать им возможность как-то высказаться. Но мы пока готовились к эфиру, мы подготовили несколько, в частности, заявлений Владимира Константинова, которые нам кажутся в контексте темы нашего эфира важными. Напомню, что в Украине Владимир Константинов фигурирует в уголовном производстве о государственной измене в связи с событиями марта 2014 года в Крыму наравне с Сергеем Аксеновым и Натальей Поклонской. Он также фигурант санкционных списков Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Подсказывает мне редактор, что есть у нас слушатель на связи. Здравствуйте, кто вы, откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика. Здравствуйте, Лена, здравствуйте, студия, здравствуйте, гость. Я звоню с территории России. Хотелось бы сказать, что однажды я наступил Владимиру Андреевичу на ногу. Я готов извиниться. Это было случайно. И, во-вторых, хотелось бы задать гостю один вопрос. У нас уже гостя сейчас нет на связи. Возможно, вам нужно подождать. Если вы имеете в виду Рифата Чубарова, он уже не на прямой телефонной связи. Да, Рифата. Или, в принципе, другому гостю можно, если говорите, я запишу. Это будет кому-то интересно. Если бы Россия не вмешалась, как бы действовала Турция, как бы действовал Меджлис? Неужели бы все было так мирно и патриотично
как вот сейчас говорил ваш гость. Вы Спасибо имеете большое. в виду события 2014 года в Крыму? Да, конечно. Ну вот если бы еще Россия некоторое время не вмешалась, Турция бы явно не осталась в стороне. Что бы было? Поняла ваш вопрос. Спасибо, что вы нам позвонили. Честно говоря, не знаю, кому в рамках этого эфира сейчас я смогу его задать. Вот плохо, что вы не позвонили немножко раньше. В любом случае, вопрос ваш я запомнила. И напомню нашим слушателям, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер прямого эфира для звонков из Крыма и Севастополя. Как видите, ну, по крайней мере, как нам говорят, с территории России нам тоже звонят. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Вы слушаете радио Крым Реалии, Елена Римовская перед микрофоном. Мы работаем в прямом эфире. Можете нам позвонить по телефону 8 800 10 06 926 или же заходите на YouTube-канал Крым Реалии. Там есть возможность нас слушать и смотреть, и оставлять свои комментарии под YouTube-трансляцией. Отмечу, что в сентябре прошлого года, после российских выборов в Крыму, Владимир Константинов был избран председателем так называемого Государственного совета Республики Крым уже второго созыва. Вот что Владимир Константинов заявил после, можно сказать так, переизбрания. Одна история уже есть, это крымский референдум, крымская весна, интеграция Крыма, это уже история. И, конечно, сейчас время написания новой истории, нового пятилетнего этапа Крыма. Каким он будет, зависит, конечно, и от нас, и от парламента в том числе. Я вижу свою работу в реализации. Главная задача – это реализация той нашей масштабной программы, с которой наша партия убедительно победила на выборах, от крымской весны к крымской мечте. Это масштабнейшая программа, которая фактически завершит модернизацию Крыма, завершит вот те колоссальные проекты по выведению Крыма совершенно на другой уровень. Перед эфиром мы связались с крымским историком и политологом Дмитрием Амельчуком и задали ему вопрос, вот по его мнению, что позволяет Владимиру Константинову спустя 10 лет после назначения еще председателем Верховной Рады Автономной Республики Крым уже в российских реалиях оставаться во главе крымского парламента. Ну, во-первых, Константинов все эти годы не вмешивался в борьбу за власть сначала с председателем Совета Министров, теперь главой республики. То есть он нашел для себя определенную нишу, которая позволяет ему иметь и влияние, и не конкурировать с первыми лицами исполнительной власти. А в этом, я считаю, в общем-то, залог его долголетия. Мы также попросили Дмитрия Амельчука описать, возможно, разделение влияния между Сергеем Аксеновым и Владимиром Константиновым. И как так получается, что вот часто есть в адрес Сергея Аксенова критика, но при этом в адрес Владимира Константинова та же критика может не звучать? Более деятельной фигурой, которая за многие вещи берется и отвечает, вынужден отвечать, естественно, а является фигура главы республики, то в этой связи Константинов находится в тени несколько. Но функцию, как руководитель парламента, он выполняет. Бюджеты принимаются, рекомендации даются, парламент работает, при нем работает молодежный парламент, внешне все очень красиво, достойно. Он как бы, ну скажем, и лицо сохраняет, и власть сохраняет. И то, что, ну скажем, распределение этой власти можно будет увидеть более реально только когда будут очередные выборы в Госсовет Крыма. Ну, есть такое понятие шахматка, значит, и квоты на мажоритарные округа, но это, скажем так, уже из области других технологий. Но по ним всегда хорошо видно, кто имеет больше влияния, кто меньше. Мы попросили Дмитрия Амельчука также ответить на вопрос, вот как он оценивает нынешнюю стойкость, возможно, опять-таки непоколебимость позиции Владимира Константинова в Крыму. Вот что он ответил. О судьбе Единой России разговор должен быть отдельный. Это, скажем так, другая наша структура. В любом случае, до конца каденции он останется однозначно. А дальше, ну, мало ли какие события произойдут. Ну, тут сегодня загадывать очень трудно.
Но в любом случае, еще раз, свой срок будет, потому что он не делает ничего такого, что могло бы кончиться громким скандалом, провалами какими-то, невыполненными обещаниями. Есть шанс сохраниться вполне. Это были комментарии крымского историка-политолога Дмитрия Мельчука. С ними пообщались перед эфиром. Я напомню, что Владимир Константинов является также главой крымского отделения партии «Единая Россия». А до 2014 года он в Крыму представлял Украинскую партию регионов. К нам по телефону присоединяется крымский журналист Николай Семена. Николай, здравствуйте. Спасибо, что к нам присоединились в эфир. Добрый день, я приветствую вас и наших радиослушателей. Я вот попросила бы вас вспомнить, возможно, 13-14 год и ответить на вопрос, насколько была заметна фигура Владимира Константинова тогда. Ну, сейчас он все-таки одно из главных лиц в крымской политике. Было ли так тогда, и могли ли вы предвидеть то, что вот в ситуации, в которой он оказался в марте 2014 года, он сделает выбор именно в пользу России? Я хотел бы отметить два качества Владимира Константинова, благодаря которым он держится так долго в крымской власти. Во-первых, Константинов сыграл главную роль в аннексии Крыма. Можно сказать, что это он поднес России Крым на блюдечке с голубой каемочкой. Все дело в том, что российские войска были завезены в Крым, которые позже осуществили аннексию еще в декабре 13 в январе 2014 года. Но фактически весь январь и весь февраль Константинов провел в Москве, где проходил инструктажи, где принимал участие в разработке всех деталей той спецоперации, которая была осуществлена после 26 февраля 2014 года. Поэтому именно он сыграл главную роль в том, что Крым был аннексирован. При этом он камуфлировал свое пребывание в Москве то переговорами с Госдумой, то еще чем-то, и держал в секрете все то, что он там делал. И второе, это послушность Константинова. Константинов стал главой Верховного Совета на волне тех процессов, которые проводил Янукович и прислал в Крым председателем Совета Министров Джарты. Джарты, соответственно, стал главным лицом в политике Крыма. И Константинов, назначенный, фактически не избранный, а назначенный председателем Верховной Рады тогда, полностью выполнял все его требования, несмотря на то, что именно председатель Верховной Рады являлся первым должностным лицом в автономии. И точно так же он сейчас выполняет все распоряжения из России и все команды и пожелания. Кроме того, Константинов понимает, что перед Украиной он сильно виноват. Во-первых, это измена Родине, о чем уже говорилось сегодня, а во-вторых, группа компаний Константинова, которая называется «Консоль», именно к началу 2014 года имела перед украинскими банками больше 1 миллиарда гривен долгов. И Константинов, естественно, переживал, что его компания не сможет расплатиться по этим долгам, потому что она была фактически банкротом на тот момент. Поэтому, преподнося России Крым на блюдечке с голубой каемочкой, Константинов в первую очередь заботился и о сохранении своего бизнеса, и о том выходе, который он искал в России для того, чтобы избавиться от этих крупных долгов. И надо сказать, что это ему удалось. Николай, я хотела вот какой еще вам вопрос задать. Вы не так давно были вынуждены выехать из Крыма и могли наблюдать за тем, как развиваются события в Крыму после 2014 года. Вот если брать две фигуры, Владимира Константинова, Сергея Аксенова, как между ними, возможно, делится, да, вот это влияние, и нет ли между ними конкуренции? Константинова и Аксенова называют в Крыму два героя Крымской весны. И только применительно к ним применяется этот титул или это название. Конкуренции между ними нету,
потому что послушный Константинов сразу же уступил пальму первенства более активному и более инициативному Аксенову, с одной стороны. С другой стороны, Константинов не хочет тянуть воз Крыма еще с большей нагрузкой, чем она у него есть. Когда Аксенов мотается везде по Крыму и тушит то один пожар, то другой пожар, и чувствует себя как уж на горячей сковородке, то Константинов предпочитает отсиживаться в кабинете и не принимать участие в этих процессах, а всего лишь принимая разные законы и подписывая бумажки. Я еще хотела вот буквально один к вам такой вопрос. А как воспринимают Владимира Константинова сами крымчане, учитывая с одной стороны, да, что он, как вы уже говорите, герой так называемой Крымской весны, но с другой стороны есть бизнес, да, который связывают с ним даже после того, как он занял вот эту должность в крымском парламенте. Это компании, строительные компании «Консоль». Как, вот учитывая все эти факторы, крымчане относятся к Владимиру Константинову? Ну, крымчане относятся к Константинову по-разному. Смотря какие крымчане. Те крымчане, которые за Россию, они считают его действительно героем Крымской весны без никаких кавычек. С другой стороны, большинство крымчан – это те, которые пытаются вникнуть в глубину проблем, и они понимают, что именно пребывание Константинова на этой должности сегодня служит огромным стимулом для развития его бизнеса. Крым сейчас сам по себе огромная строительная площадка, и там строится большое количество жилья для того, чтобы перевозить из России переселенцев и фактически менять население. Вот. Большую часть этого строительного бизнеса ведет «Консоль». Вот. Кроме того, Аксенов также создал свою группу компаний строительных «Монолит», которая называется, и в этом отношении они разделили сферы влияния в строительстве Крыма и не конкурируют, а пока уживаются между собой, а пока уживаются мирно, потому что Крым большой и строить в нем надо много. Николай, спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Николай Семина, крымский журналист. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио Крым Реалии говорим о личности Владимира Константинова, потому что, как мы обнаружили на этой неделе, 17 марта 2010 года как раз был назначен Владимир Константинов на должность главы Верховной Рады Автономной Республики Крым, и даже после 2014 года должность спикера Крымского парламента уже в российских реалиях Владимиру Константинову удалось сохранить. Я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией очень разные мнения высказывают в адрес Владимира Константинова. Много людей пишут, что он предатель, но много людей поддерживают как раз ту сторону, о которой тоже упоминал Николай Семина, что Владимир Константинов – это герой Крымской весны, и он причастен к тому, что в Крыму появился, по версии некоторых наших слушателей, порядок. Я напомню, что у вас есть возможность не только оставлять комментарии, вы можете нам также в эфир звонить 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма. 17 марта 2020 года, то есть на этой неделе, по случаю десятилетия своего в Крымском парламенте, Владимир Константинов собирал у себя журналистов, и рассказал он именно на этой встрече, в частности, о том, что Крым, по его словам, должен стать самодостаточным регионом. Нужно создать свою собственную экономику, быть самодостаточным регионом. То, что сейчас федеральные власти помогают нам восстановить нашу инфраструктуру, создать базовые вещи, дороги, мосты, когда крымчане смогут своей собственной экономикой генерировать достаточно денег для саморазвития, чтобы если нам нужно в Крыму построить какую-то школу к тому периоду, мы свои деньги на это планировали, или детский садик, или какой-то ремонт, или так как многие регионы сегодня в Российской Федерации, которые живут своими средствами. Есть ли у Крыма такой потенциал? Конечно, есть. Уже несколько раз мы на протяжении этого эфира упомянули о бизнес-активах Владимира Константинова. Подробнее об этом поговорим после небольшой паузы. Вечер. Это время, когда вы можете узнать важные новости, услышать интересные мнения, высказать свою точку зрения в прямом эфире. После рабочего дня уже дома, в авто или в общественном транспорте. Слушайте «Крымский вечер». Наши ток-шоу не только для того, чтобы вы слушали.
Наше ток-шоу для того, чтобы вы говорили, чтобы вы не молчали, чтобы вы высказывали свою точку зрения. Радио Крым Реалии. Радио для свободных людей. Слушайте и «Крымский вечер», и дневное шоу на радио Крым Реалии. Вот, возвращаясь к теме по поводу бизнеса Владимира Константинова, если даже почитать биографию на сайте подконтрольного России Крымского парламента, там можно прочесть о том, что с 1993 года по 2001 год Владимир Константинов возглавлял фирму «Консоль ЛТД». Кроме того, с декабря 2001 года по март 2010 он являлся председателем правления корпорации «Укрросбуд», был президентом этой корпорации. Вообще до 2014 года, за этот период, у Владимира Константинова очень много украинских есть наград, орденов. Об этом, может быть, я еще успею упомянуть. Тем не менее, вот я думаю, что есть смысл подробнее у специалиста расспросить по поводу бизнес-актива Владимира Константинова. С нами на прямой телефонной связи крымский журналист Татьяна Курманова. Татьяна, здравствуйте. Добрый день, коллеги. Согласны ли вы с тем, потому что это мнение было озвучено Рифатом Чубаровым сегодня у нас в эфире, что вот позиция Владимира Константинова весной 2014 года была во многом объясняется его попыткой сохранить свои активы в Крыму. И могли бы вы рассказать нам, что это за активы были по состоянию на 2014 год и как-то изменились ли эти бизнес-активы за эти 6 лет? Безусловно, если Сергей Аксенов к 2014 году был малоизвестен крымчанам в принципе, основной своей массе, то Владимира Константинова знали, потому что он уже был давно создателем строительной империи «Консоль», которая получала многомиллионные госзаказы, и Владимир Константинов и фирма «Консоль» были спонсорами партии регионов, за что он, собственно, и получил эту должность. И очень много денег выделялись на проведение партийных различных мероприятий. Ну и, собственно, к началу аннексии, к 2014 году, «Консоль» уже имела больше миллиарда гривен задолженности перед различными организациями. То есть уже эта вся огромная махина, она на самом деле подкосилась, как мы и писали еще тогда, поскольку эти фирмы из империи, а там была огромная матрешка, там были главный бенефициар, были офшорные фирмы из Белиза к 2014 году, было несколько сопутствующих предприятий, там большая структура, можно это все на сайте Центра журналистских расследований найти, и все фирмы из этой империи были в миллиардных долгах к 2014 году. И, собственно, при смене власти все понимали, что Константинов, скорее всего, окажется на скамье подсудимых, тем более к 2014 году уже активно шли судебные заседания по признанию «Консоли» банкротом. И, собственно говоря, Сергея Аксенова, так в скобках скажу, также были как раз в нескольких скандалах, он тогда засвечен был, и судился с экс-премьером промышленной политики Крыма за долги в $4,5 миллиона, которые он тогда потратил на предвыборную кампанию. И, собственно, у Аксенова тоже были эти долги. Собственно, поэтому они оказались во главе Крыма, поскольку терять им было нечего, это мое субъективное мнение, и остаются по сей день. И с 2014 года мы слышим все тот же от них индуцированный бред, собственно, по поводу того, что мы вдвоем все изменим в Крыму, ситуацию улучшим, мы сформируем власть в ближайшее время, чтобы она занималась тем, что должна. И вот мы видим, что 6 лет прошло, ничего по факту, если мы берем конкретные не заявления, а действия, изменено не было. Если же говорить о бизнес-корпорации Аксенова, то, в принципе... Константинова. Константинова, да. К 2014 году «Консоль», на самом деле, они уже даже перерегистрировались по законодательству, по СЭС Крым, да, то есть «Консоль ЛТД», которая была создана Константиновым по законам России, была перерегистрирована только в 2015 году, и тогда в одном из учредителей уже была украинская фирма, то есть это показывает, на мой взгляд, то, что даже при всей ситуации, при всех заявлениях Константинова о его приверженности России и Путину, все равно нежелание платить налоги в стране пребывания у этого бизнеса было все равно хроническое, и вот этот такой
так сказать, России не брезговал сразу же регистрировать свой бизнес и вот в этой безналоговой СС Крым. Я сделаю небольшое отступление. Вижу, что у нас в чате под YouTube-трансляции вот один человек пишет о том, что якобы в Крыму фирма «Консоль» многих кинула на деньги, цитирую как есть, но отвечают ему, что это, цитирую, брехня, недавно ключи получила от новенькой квартиры, построенной «Консолью». Вот такой комментарий под YouTube-трансляцией. С нами на прямой телефонной связи Татьяна Курманова, крымский журналист. Татьяна, я еще хотела уточнить вот с этими долгами, о которых вы говорите, да, и которые были по состоянию на 2014 год, что с ними сейчас? Я так понимаю, что вот эта корпорация «Укрросбуд», она на стадии ликвидации, а может быть уже даже ликвидирована. Но вот я так понимаю, что таким образом, благодаря вот этой позиции, Владимиру Константинову удается пока избегать, да, какой-то ответственности за эти долги. Вот о конкретных изменениях в этих финансовых потоках и в этих долгах я говорить не могу, что было после 2015 года. Я думаю, что, скорее всего, их простили, потому что мы видим сейчас, что уже другие фирмы, да, которые не несут ответственности за след правовой, который по идее, да, другие лица были организованы. Ну, то есть, скорее всего, они просто эти долги канули в лету. Но то, что получили ключи от квартиры, «Консоль» еще и до аннексии занималась тем, что, например, перепродавала одни и те же квартиры, которые бюджетникам должны были выделяться по нескольку раз. Об этом также писали Владимир Мороз, тогда еще выходец из «Консоли» занимал должность главы главного капитального строительства при Совете, и они эти перепродавали квартиры, как я сказала. Детские сады 4, про которые мы писали, которые были заказаны в 2011 году, и переносился вот с эксплуатации к 2014 году, так и не были введены в нее, и при этом каждый год из бюджета снова же таки выделялось большое количество денег на это, миллионы гривен. Тут стоит вспомнить также, например, ситуацию с Крым-троллейбусом, когда опять-таки часть большая Симферопольского, эта фирма была часть отчуждена в пользу «Консоли», территория общипали до состояния банкротства тогда Крым-троллейбус, и опять-таки большая часть земли была переведена в эту фирму, и там строилась «Консоль», уже непосредственно строила новые дома. Можно просто открыть паблик, он до сих пор существует, «Обманутые пайщики «Консоль», и посмотреть, сколько эта фирма должна, например, еще жителям Киева, которые здесь так не получили эти квартиры, которые должна была строить «Консоль». И по-прежнему пытаются обсудить, но эти все действия, как я понимаю, безрезультатны. То есть на самом деле ситуация там плачевная, и если что-то сейчас и выделяется, то нужно следить, конечно, за этой цепочкой денежной, поскольку я думаю, что до 2014 года на деньги, которые «Консоль» сейчас, да, на квартиры, которые сейчас «Консоль» вводит в эксплуатацию, уже неоднократно выделялись, я так предполагаю. Буквально последний к вам такой вопрос. Вот я смотрю на список наград на сайте Крымского парламента подконтрольного России. Там есть награды и до 2014 года, которые были у Владимира Константинова. Есть отмечено, что в 1999 году почетное звание «Заслуженный строитель Украины», государственная премия Украины в области архитектуры, орден князя Ярослава Мудрого 5 степени, 4 степени. Много таких высших украинских наград есть. Я не знаю, известно ли вам, но все же. Как-то с этими званиями, наградами после 2014 года кто-то на материковой части Украины разбирался, учитывая то, что Владимира Константинова на материковой части Украины подозревают в государственной измене? Я точными данными не обладаю, но не думаю, наверное, что это происходило. Тут стоит вспомнить еще и награды, которые были у других предателей крымских. И на самом деле Аксенов и Константинов в частности, получил эти награды, опять-таки, повторюсь, за то, что был многолетним спонсором партии регионов. Знаем, как эти награды выделялись и как они получались. И я не думаю, что в последнее время кто-то всерьез задумался о том, чтобы эти награды, чтобы они были лишены.
Спасибо вам большое. Это была Татьяна Курманова, крымский журналист. Я напомню, мы сегодня в нашем эфире радио Крым Реалии говорили о том, что 10 лет уже прошло с момента, когда Владимир Константинов был назначен на должности спикера Верховной Рады Автономной Республики Крым. После 2014 года он возглавил уже подконтрольной России крымский парламент. И напомню, что вот все те заявления, вся критика, которая прозвучала в адрес Владимира Константинова в нашем эфире, Владимир Константинов может на нее отреагировать. Наши контакты доступны, поэтому вы можете с нами связаться. Мы же попытались вот представить его позицию, которая была и по состоянию на 2014 год, и вот после избрания, уже переизбрания спикером подконтрольного России Крымского парламента, свежие заявления на этой неделе. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть что сказать, обращайтесь, звоните радио Крым Реалии. Команда радио Крым Реалии. Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. У меня остается буквально 2 минуты для того, чтобы напомнить вам о текущей ситуации с коронавирусом в Крыму. Напомню, что на 19 марта в Крыму начнет работу штаб по профилактике коронавируса. Обещают, что завтра, 19 марта, с самого утра будут это заседание транслировать в прямом эфире. Обещают доложить о ситуации с коронавирусом на полуострове, а в Крыму и в Севастополе настаивают на том, что пока нет ни одного зарегистрированного случая заболевания на коронавирус, и выпустили на полуострове уже рекомендации для тех, кто прибыл из стран, где зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции. Можно их найти вот на сайте Роспотребнадзора в Крыму, в частности. В этих рекомендациях сказано, что в случае подозрения на коронавирус необходимо связаться с медработниками, позвонить самостоятельно в поликлинику по месту жительства по телефону, предоставить сведения о состоянии здоровья, ограничить круг общения, не посещать массовые мероприятия, правда, они уже на полуострове запрещены. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при общении с другими людьми. Если вы используете маску, то использовать ее только 2-3 часа и потом менять, соблюдать гигиену рук, использовать антисептические средства. И напомню, что основные симптомы заболеваний новой коронавирусной инфекции сходны с симптомами обычного гриппа. Ну и напомню, что вот на этой неделе, 17 марта, действует ограничение на въезд-выезд из Крыма со стороны материковой части Украины. Вы можете с этой информацией ознакомиться на сайте Госпогранслужбы Украины. Кроме того, со стороны Крыма российские органы власти тоже ограничивают выезд и въезд на полуостров. Следите за информацией на сайте Крым Реалии.